В эфире телеканала «Якутия-24 новости», в студии Мадина Халикова. Здравствуйте. Сейчас коротко о главном. Дополнительные средства из федерального бюджета направят на субсидирование перелетов для жителей Дальнего Востока. Улицы Якутска обрабатывают после ночного снегопада. Сколько техники вышло на дороге? Перепись близится. 15 октября стартует основной этап всероссийского учета населения. Какие новшества в этом году? Дополнительные средства выделят из федерального бюджета на программу льготных билетов для жителей Дальнего Востока. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин. На эти цели правительство направит авиакомпаниям около 500 миллиардов рублей, благодаря чему станут доступны полеты в Москву из Читы и Якутска, помимо ранее организованных 12 направлений. Также впервые начнут субсидировать полеты в Санкт-Петербург сразу из 7 городов, включая Хабаровск, Владивосток и Петропавловск-Камчатский. Глава Кабмина поручил Минтрансу поторопиться с завершением всех необходимых процедур для скорейшей реализации проекта. Покупать льготные билеты жители Дальнего Востока смогут не позднее начала следующей недели. В течение года приобрести билеты по низким тарифам смогли уже 500 000 человек. И новый транш позволит сэкономить на авиаперевозках еще 50 тысячам наших граждан. Важно, чтобы билеты со скидками поступили в продажу уже в ближайшее время. Прошу Министерство транспорта поторопиться с завершением всех необходимых процедур и заключением соглашений с авиаперевозчиками. Вся организационная работа должна быть выполнена как можно скорее, чтобы не позднее начала следующей недели люди уже могли приобретать такие авиабилеты. Глава республики Айсен Николаев провел заседание Совета по местному самоуправлению с участием глав муниципальных образований и городских округов. Руководитель региона представил новых членов Совета: Афанасия Андросова, главу Булунского, и Василия Сорокина, главу Жиганского национального и Венкийского районов, которые избраны на выборах в сентябре. Айсен Николаев остановился на итогах муниципальных выборов и отметил высокую активность жителей на местах, вовлеченность людей в политическую повестку. Так избраны депутаты представительных органов в 14 районах, главы 37 сельских и городских поселений, в том числе главы 4 райцентров. Также избрано 170 депутатов в 23 поселениях. Помимо этого, на заседании Совета рассмотрены вопросы в сфере земли и недвижимости, также подготовки ко всероссийской переписи населения, основной этап которой начнется 15 октября. Айсен Николаев оценил, что Якутия достаточно готова к организованному проведению переписи. В наступление первых холодов водителям и пешеходам нужно быть особенно бдительными, так как дорога становится скользкой. Об этом водителям напомнили учащиеся второй школы в Покровске. Для привлечения внимания водителей юные участники акции «Осторожно, гололед» подготовили яркие плакаты, призывая автовладельцев быть внимательными и соблюдать правила. А для пешеходов ребята подготовили содержательные брошюры и раздавали их. Также объяснили водителям и пешеходам учитывать скользкость на дороге, не спешить, не увеличивать скорость автомобиля. Призвали пешеходов иметь при себе и на одежде светоотражающие элементы. Отмечу, что за 9 месяцев этого года в Хангаласском районе произошло 15 ДТП с участием пешеходов. К сожалению, один случай закончился летальным исходом. В ближайшие 2-3 дня начнутся заморозки и на дорогах будет гололед. Вследствие чего мы рекомендуем всем поменять свои шины с летних на зимние, а также быть внимательным на дорогах. Следите за пешеходами и не забывайте оглядываться по сторонам. А также нужно, чтобы все пешеходы были также предельно внимательны, чтобы не было никаких происшествий на дорогах. А вот мэрия Якутска после ночного снегопада начала противогололедную обработку. Утром на улице города выехали 12 пескоразбрасывающих машин. Посыпают перекрестки, кольцевые развязки, карманы автобусных остановок. Дорожные рабочие даже очищают от снега площади и тротуары. В Якутии планируют развить сеть газозаправочных станций, а тем, кто будет переходить на газомоторное топливо, возмещать часть потраченных средств за установку газового оборудования. Более подробно в материале Дмитрия Тымырова. Вопросы развития газовой отрасли в регионе было в приоритете всегда. Якутск стал вторым субъектом в стране после Москвы, когда общественный транспорт начали переводить на газомоторное топливо. Была такая программа газомоторная еще вот с 2009 года по переходу на газомоторное топливо, именно на метан.
Вот, и в связи с чем мэрия города решила приобрести, сначала попробовать, а потом, так как хорошо показала себя эта программа, и дальше внедрять ее. И вот тогда были закуплены первые автобусы на газу, далее уже в 2013-м. По словам специалистов МУП ЯПАК, выгода применения газомоторного топлива существенная. Вот на примере наших автобусов, если брать чисто на разнице в стоимости топлива, то в год эта экономия где-то около 1 000 000 рублей на один автобус. И на сегодня сколько у вас автотранспорт работает в МУП ЯПАКе на газу? На данный момент у нас 27 газовых автобусов. Вот. Надеемся, в следующем году нам должны прийти еще 40 новых автобусов, и тогда у нас 100% предприятия будут работать именно на газомоторном топливе. Действительно, в следующем году городские власти в рамках празднования столетия Якутской ССР запланировали закупить для нужд города 100 новых автобусов, которые будут ездить на газовом топливе. При этом данное обновление будет производиться посредством реализации лизинговых механизмов, где Министерство транспорта предоставляет субсидию на обеспечение первоначального лизингового взноса, а остальные же платежи будут производиться за счет муниципального бюджета, а также средств частных перевозчиков, членов некоммерческой организации «Союз Авто». Вместе с тем городские власти намерены развить и междугороднее автобусное сообщение. Ввиду того, что мероприятие по чествованию столетия носит общереспубликанский масштаб, Министерством транспорта запланировано введение новых межмуниципальных маршрутов, которые в ближайшем будущем планируется ввести в ряд ближайших муниципальных образований и в перспективе до города Нерингри. При этом на сегодняшний день ведется проработка вопроса, кто будет выступать оператором данных перевозок. Что касается расширения сети газовых автозаправочных станций, то тут власти региона до 2030 года хотят увеличить их количество до более чем 40 станций. Так, в рамках участия на Петербургском международном газовом форуме глава Якутии Айсен Николаев предложил регионам Дальнего Востока и Сибири развивать газовую отрасль, чтобы получить поддержку Министерства энергетики Российской Федерации, благодаря которому будут субсидироваться проекты по развитию газомоторного топлива. Ведется работа с Министерством энергетики Российской Федерации, чтобы нас включили в программу развития энергетики и тем самым получили тоже дополнительное субсидирование на перевод газобаллонного оборудования автотранспортных средств. Тогда у нас, если мы попадем, нас включат данную программу федеральную, тогда житель, который будет переводить свое автотранспортное средство на газобаллонное оборудование, до 60% возмещения понесенных затрат. Напомним, сегодня в Якутии действует производство сжиженного природного газа мощностью 12 тысяч тонн, а в ближайшие годы планируется увеличить эти объемы до 30-40 тысяч тонн. В среднесрочной перспективе строительство среднетоннажного производства и увеличение объемов потребления СПГ среди населения до 100 тысяч тонн. Дмитрий Тымыров, Григорий Николаев, Якутск. В Якутии станет проще оплатить услуги ЖКХ. В столице региона внедрят сервис объединенного платежного документа, который упростит эту задачу. С 2022 года сервис запустят в самом Якутске и с 2023 в районах. Ход реализации проекта рассмотрели на совещании у председателя правительства Якутии Андрея Тарасенко. Как отметил премьер, жители республики смогут оплачивать жилищно-коммунальные услуги онлайн в один клик. Весь комплекс услуг ЖКХ перейдет в электронный вид по принципу единого окна. Сервис позволит жителям республики видеть процесс формирования оплаты, и это станет удобнее для внесения платежей. По поручению главы республики Айсена Николаева в рамках цифровой трансформации до 2024 года пилотный проект объединенного платежного документа должен заработать по всей республике. Какова цель всероссийской переписи населения, новейшие технологии проведения переписи, на какие вопросы будут отвечать респонденты? На эти и другие вопросы проведения масштабного учетного мероприятия сегодня специалисты Сахастат ответили на пресс-конференции. Всероссийская перепись в этом году пройдет 12-й раз. Основной этап стартует с 15 октября. Как отметили на пресс-конференции, граждане могут переходить
проходить перепись тремя способами. Первое – это традиционное, то есть переписчик сам ходит по адресам и все ответы он будет записывать сразу на электронном носителе. Помимо этого, в здании МФЦ, отделениях почты, кассах, энергосбыта открыты стационарные переписные участки, где желающие могут пройти опрос. Но главной инновацией переписи стала возможность быстро, легко и безопасно переписать себя и своих близких на портале госуслуг. Сделать это может каждый с 15 октября по 8 ноября. Главным нововведением этой переписи становится цифровой формат ее. То есть это госуслуги, как я уже сказала, то есть возможность в любое удобное время, с удобного места, устройства переписать себя и всех членов своей семьи. Второе нововведение – это то, что мы не увидим больше переписчиков с большим чемоданом, с огромной кипой бумаг. Современный переписчик оснащен планшетом. Всего 33 вопроса. Такие вопросы, как образование, добавилась магистратура, бакалавриат. Вопросы миграции трудовой добавились, вопросы источников средств к существованию изменились, добавились личное подсобное хозяйство, самозанятые, вопросы владения языками, использования их в повседневной жизни. Новое направление для людей элегантного возраста. В Ленске стартовал федеральный социальный проект «Дальний Восток на волне жизни». Занятия по коуч-йоге для кого-то стали новинкой, а для кого-то дополнением к постоянным тренировкам. Подробнее у Анны Кожевниковой. Я чувствую свое тело. Я чувствую свое тело. И с выдохом поменяли сторону. В этом зале собрались те, кому не безразлично их физическое и душевное здоровье. Это занятия для возрастных дам. Они не очень нас напрягают, но они несут очень большую пользу в эмоциональном нашем состоянии. Мы уходим отсюда такие бодрые, свежие. Это все-таки первое такое направление в Ленске, насколько я знаю, называется коуч-йога. Йога только для возрастных. Ну, приглашены были и мужчины, и женщины. Но, как видите, у нас женщины самые активные. Занятия совершенно бесплатные. Их проводит тренер-волонтер. А все благодаря тому, что Ленск стал участником федерального социального проекта «Дальний Восток на волне жизни», в рамках которого предполагается оздоровление населения в возрасте 55+ с помощью йоги. Коуч – это именно достижение психологии, связанные вместе с древним учением йоги. Мы все время говорим позитивные установки, которые влияют не только на физическое тело, выполняя упражнения, а человека эмоционально разгружают, потому что мы живем в такое время, у нас стресса больше эмоционального, нежели физического. Некоторые участники – люди, пропагандирующие здоровый образ жизни и совмещают йогу с регулярными тренировками. Например, Людмила Хомколова в свои 72 года чувствует себя прекрасно благодаря тому, что поддерживает себя в отличной физической форме. Я хожу на фитнес, 3 раза в неделю занимаюсь уже 14 лет. Решила еще на йогу попробовать. Разница есть, да, здесь более степенно, медленно, а там у нас шустренько. Всего предполагается 13 занятий. Это было 4-е. Посещают их 10-15 человек с соблюдением социального интервала и всех мер безопасности. Зал предоставила районная администрация в центре города во Дворце культуры «Юность». И это удобно для каждого желающего попробовать на себе синтез йоги и психологии. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. К этому часу у меня вся информация. Оставайтесь на нашем канале.